Проверка 4 торговых центров Октябрьского района столицы и Киргизского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры проводилась правоохранительными органами по плану. В этом году это уже 3-й подобный рейд по местам массового скопления людей. Взрывное устройство, вернее его муляж, милиционеры и работники ГКМБ изготовили самостоятельно. По словам участников рейда, бомбу на объекты заносили в прозрачном пакете и через главный вход. Но охрана угрозу так и не почувствовала. Внутри вода и просто стиральный порошок. Нерабочий сотовый телефон и провода. Муляж самодельного взрывного устройства. После того, как были заложены муляжи, им было показано, куда эти муляжи были поставлены. Там же составлен акт, а также были проведены разъяснительные профилактические мероприятия к канону вот этих новогодних мероприятий. Именно по противодействию террористическим угрозам и распространению религиозного экстремизма. В этом году это 3-е мероприятие. По району, получается, за этот год это 12 объектов по району. Выборочно именно выбираем крупные торговые точки, развлекательные центры и проверяем, насколько срабатывает служба безопасности и охранное агентство, которые стоят там. Ни одно из них не сработало. Получается, по ним мы собираем материалы и отправляем в прокуратуру. Наша съемочная группа решила выяснить, не наговаривают ли милиционеры на охрану учреждений. Муляж брать не стали, но пройти в здание КГУ-СТА, не представляясь никому и не объясняя цели своего визита, удалось легко. За несколько минут мы преодолели 2 поста охраны. Однако получить комментарии руководства вуза так и не удалось. Несмотря на рабочий день, на месте не оказалось никого из администрации учебного заведения. А кому обратиться по поводу, недавно МВД проводила рейд? Он там это есть, проректор. По какой? А для государства что может это проректировать? А по какой? Вот это дизайн, он будет отвечать. Эксперты говорят, главная проблема в том, что государственные органы, которые призваны обеспечивать гражданскую оборону, плохо исполняют свои обязанности. Охранники, которых нанимают учреждения, понятия не имеют, что делать в случае угрозы. А значит, правительству необходимо пересмотреть отношение к общественной безопасности. Я считаю, в целях интересов защиты населения, потому что человеческая жизнь бесценна, мы обязаны, как государственные органы, МЧС должен обучать всех, security, должен обучать все домовые комитеты, все детские сады, все школы, всех водителей пассажирского транспорта, железную дорогу, само Министерство внутренних дел. По фактам, выявленным в ходе проверки, теперь будет разбираться прокуратура. Накажут ли ответственных лиц, неизвестно. Милиционеры надеются, что хотя бы бдительность в период праздничных дней у персонала усилится. Игорь Потанин, Алтынбек Каныбекулу, НТС.